Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Отопительный сезон 25-26 в республике завершается поэтапно в зависимости от климатических условий конкретного района. Основная часть отключений традиционно приходится на конец мая. Отключение при этом происходит после установления устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 дней подряд. О поэтапном завершении отопительного сезона сегодня поговорим. Наш гость студии Сергей Киров, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Сергей Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Когда ждать нам окончания отопительного сезона? Я понимаю, что, возможно, в некоторых домах и в столице республики, и в ряде районов еще сохраняется отопительный сезон, есть отопление, тем не менее, когда будем выключать уже наши рубильники? Да, здравствуйте. Фактически одного дня конкретного на территории Республики Саха-Якутия нет. У нас главами муниципальных образований совместно с ресурсоснабжающими организациями принимаются отдельные решения по завершению отопительного периода. Фактически при этом учитываются нормы, которые вы ранее озвучили. Это устоявшая среднесуточная температура не ниже 8 градусов на протяжении 5 дней. И фактически так принимается решение. Если брать аналогию предыдущих лет, допустим, прошлого года, то завершение отопительного периода у нас начинается с 21 чисел мая и длится у нас фактически до конца июня. Первыми у нас традиционно это центральные и южные районы завершают отопительный период. Это такие, как Амгинский, Чурапчинский, Такинский, Тампонский, Ленский, Алепинский районы, город Якутск, Жатай. Здесь стоит отметить, что у нас есть районы на территории республики. Это наши арктические районы, где отопительный период длится фактически круглый год. Там буквально небольшой промежуток, это от 1 до 1,5 месяцев. Такие районы это у нас Булунский, Анабархский, Алайховский. Там фактически за месяц-полтора идет перерыв между отопительными периодами. И за этот промежуток времени наши ресурсоснабжающие организации успевают провести ремонтную кампанию и в целом подготовиться к отопительному периоду. Давайте тогда про подготовку и поговорим. Как велась в этом году подготовительная работа? Все ли успели сделать? В какие сроки вступили? Подготовка к отопительно-зимнему периоду, она у нас в целом обязательна и направлена на безаварийное прохождение отопительного периода. В рамках данных работ у нас нашими ресурсоснабжающими организациями идет большая работа по ремонту как вспомогательного, так и основного оборудования. Также в рамках данных мероприятий по проведениям у нас проходятся противоаварийные тренировки, противопожарные тренировки, тренировки по защите объектов особо опасных. В данных мероприятиях у нас отлаживается взаимодействие всех ресурсоснабжающих организаций. Это и топливно-энергетического комплекса, это и коммунального комплекса, взаимодействие с различными ведомствами, конечно же, с потребителями взаимодействие отлаживается. В целом это очень сильно влияет на подготовку к отопительному периоду и его безопасное прохождение. Хотелось бы здесь также отметить, что в 2024 году издан приказ Министерства энергетики, который определил новые правила оценки готовности муниципальных образований к отопительно-зимнему периоду. Здесь нами проведена большая работа с Ленским управлением Ростехнадзора. Фактически по данным мероприятиям мы проверили все ресурсоснабжающие организации, всех ресурсников, независимо от форм собственности, объекты топливо-энергетического комплекса, также подведомственные организации других исполнительных органов власти. Как мы знаем, у других органов исполнительной власти также есть организации, которые обеспечивают теплоснабжением и водоснабжением. Это у нас и объекты Министерства здравоохранения, и объекты культуры, и спорта, и труда, и социального развития фактически. С ними проведена была большая работа. Также в прошлом году в рамках нововведений мы максимально отрабатывали с муниципальными образованиями, так как там были ряд требований по определенному составлению нормативной документации, размещению их на сайтах. Упор делался на актуализированные схемы теплоснабжения,
Также графики подготовки к отопительному сезону администрации. У нас при подготовке к прошлому, вот к текущему отопительному сезону у нас возникал вопрос тоже серьезный в ряде муниципальных образований, которые у нас в 2025 году подверглись паводку. Фактически там проведена большая работа ресурсоснабжающими компаниями и коммунального комплекса, и энергетиками. Им отдельное спасибо, потому что они очень оперативно фактически провели большой пласт работы, и в целом это все повлияло на безопасное прохождение отопительного периода в текущем году и И отопительный сезон там раньше стартовал, потому что я был, допустим, в Ямиконском районе, там были объекты инфраструктуры, в том числе и коммунальные, которые при паводке пострадали. Я так понимаю, что удалось их восстановить. Да, конечно же, это было оперативно сделано и получен паспорт готовности. Фактически туда, в этом, кстати говоря, также участвовали наши подведомственные предприятия, не только которые осуществляют там теплоснабжение. Со стороны Министерства ЖКХ были сформированы группы из других подведомственных предприятий, и мы оказывали также помощь, выезжали туда. Сергей Владимирович, мне стало интересно. Вопрос такой практический. Значит, я понимаю, что МинЖКХ, как такой своего рода орган, выпускает условный документ, что вот с такого-то числа мы, значит, прекращаем отопительный сезон. Управляющие компании сами перекрывают вентиля, насколько я понимаю, дальше. Но есть управляющие компании, которые, несмотря на вот эти приказы и положительные температуры, в целях, возможно, какой-то там маржинальной наживы отопление не отключают. Что делать? Не совсем так. Не Министерство ЖКХ выпускает приказ об завершении отопительного периода, а это принятие решения возлагается на глав муниципальных образований. Главы муниципальных образований выпускают соответствующее распоряжение и делегируют его, спускают его, нет, не управляющим, ресурсоснабжающим организациям. Ресурсоснабжающие организации в свое время, на основании данного документа, просто прекращают подачу теплоснабжения фактически. И так вот процесс проходит. Однако регулирование внутри, допустим, какого-то жилого дома, это, конечно же, ответственность управляющей компании. Они должны посмотреть и отрегулировать систему в целях для того, чтобы было комфортно жителям. Еще вот про обязанности и права управляющей компании. Насколько я понимаю, на их плечи также ложится и обслуживание внутридомовых сетей. И вот в тот перерыв, когда отопительный сезон закончен, еще не начался, чтобы следующий начался в сроки, правильно? Да, конечно же. В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду у них там ряд моментов есть по обслуживанию. Это замена определенного оборудования в случае необходимости превентивных мероприятий, там, в случае каких-либо утечек, которые возникали в отопительный период, и обязательно промывка систем теплоснабжения внутри многоквартирного дома, что также влияет на их эффективное и комфортное проживания жителей. Ну и, соответственно, и отопительный сезон должен везде и одновременно начаться в срок во всех муниципальных образованиях. Совершенно верно. А что делать, если, допустим, в отдельно взятом районе или доме не наступает отопительный сезон? Сам с этим столкнулся в прошлом году. Если, чтобы не соврать, наверное, в начале октября потеплее стало в доме, зашуршали батареи, что называется. Наизусть знал уже имена всех диспетчеров своей управляющей компании. Ну вот все, кормили завтраками. Да, конечно же. С такой ситуацией бываем, сталкиваемся. Фактически здесь необходимо выйти на ГИДДС города Якутска при запуске системы отопления в следующий отопительный период. Городом Якутском еженедельно проходят данные штабы, где мониторинг, как раз работа проводится с управляющими организациями. Фактически ЕДДС принимает заявки, и в рамках рабочего штаба ихнего фактически решаются данные вопросы. Дают определенные поручения управляющим организациям, отправляют специалисты. И в основном данные ситуации возникают, когда уже отопление подано, тепло не поступило, возникает из-за того, что необходимо развоздушивать систему отопления. Здесь бывают трудности, когда отсутствует доступ в некоторые квартиры. Жильцов нету, и здесь управляющая организация всеми правдами и неправдами эту работу проводит. Но этот контроль, он ведется.
Но главное, чтобы все равно тепло подали. Сергей Владимирович, возвращаясь к теме нашей беседы, насколько я понимаю, сейчас у вас последние идут этапы уже отопительного сезона 25-26, начинается активная подготовка уже к осени-зиме следующего года. Какие основные этапы предстоят, ключевые моменты предстоит выполнить вообще всем звеньям этой цепочки? Ну, здесь я хочу немножко, наверное, вначале рассказать вообще в целом, как у нас прошел текущий отопительный зимний период. В текущий отопительный зимний период у нас достаточно полноценно и объемно прошла подготовка к отопительному периоду, что, конечно же, повлияло на достаточно безопасное прохождение отопительного сезона. Сильно крупных технологических нарушений, к счастью, удалось избежать в текущем году. Ну, для того, что вообще Министерство ЖКХ и энергетики, как ответственный исполнительный орган государственной власти, оно осуществляет мониторинг за бесперебойной работой вообще всех ресурсоснабжающих организаций. В случае получения какой-либо информации о технологическом нарушении, данная информация обрабатывается, и в случае необходимости незамедлительно созываются штабы энергобезопасности, комиссии по подготовке к к зимнему периоду, прохождению. Фактически в рамках данных штабов и комиссий принимается ряд превентивных мер, которые направлены как раз на максимально быстрое и эффективное устранение технологических аварий. Здесь также основными причинами, конечно же, у нас по технологическим нарушениям служат это наши климатические условия. Ну, все мы знаем, что мы живем в непростых климатических условиях, у нас резко континентальный климат, что перепады в зимний период, они очень сильно влияют на тепловые сети. Также сторонние воздействия организаций, когда они проводят земляные работы в охранных зонах наших объектов. Фактически в зимний период у нас, вот, допустим, в январе по Чайковского было технологическое нарушение, когда сторонняя организация в процессе земляных работ повредила водоканал. Ну, там была комиссия по прохождению ЗП собрана, и, в принципе, оперативно данные меры решены. Одним из факторов у нас также служит коммунальный комплекс, устаревание его. Здесь тоже как бы работа ведется и учет данного мероприятия. Что хотелось бы отметить? При подготовке к отопительно-зимнему периоду фактически берутся учет прохождения предыдущего сезона и составляются в соответствии с их итогами планы на подготовку к следующему этапу. Работа над ошибками своего рода, да, получается. Совершенно верно. Работа над ошибками, и в рамках данной работы принимаются меры по недопущению аналогичных ситуаций. Здесь фактически сейчас в рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительством республики издано распорядительное правительства по подготовке всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов топливо-энергетического комплекса, социальных объектов, многоквартирных домов к подготовке к следующему сезону. Фактически здесь на основании этого распоряжения муниципальными образованиями разработаны свои нормативные акты, разрабатываются планы по подготовке к ОЗП, утверждаются комиссии, которые ответственны за подготовку и надзор этим. Также в рамках данной работы министерством еженедельно проводится комиссия по подготовке к ОЗП, фактически где участвуют все крупные ресурсоснабжающие организации, все подведомственные организации, другие исполнительные органы государственной власти, которые имеют подведомственных организаций по водоснабжению, теплоснабжению, различные ведомства, и в рамках их комиссии мы прорабатываем вопросы все проблемные вопросы, которые у них возникают фактически. Основная вообще подготовка к отопительному периоду заключается у нас в выполнении ремонтных работ всеми ресурсоснабжающими организациями и ремонт основного как вспомогательного оборудования,
завоз топливно-энергетических ресурсов, промывка системы отопления в жилых домах, что, конечно же, влияет на в последующую работу их. И на старт отопительного сезона. Сергей Да, Владимирович, совершенно насколько я верно. понимаю. Понимаю, что фронт работы специалистов предстоит большой на этот сезон. Уверен, что они с ним справятся. И в сезон 26-27 года мы уже войдем, что называется, с теплом в наших домах. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Мы смотрели актуальное интервью. До встречи.